О посланник Аллаха, сообщи мне о деянии, которое, коль я сделаю, Аллах меня введет в рай, и я буду отдален от огня. Он сказал: ты спросил о великом, и поистине оно легкое для того, кому облегчил это Аллах. Это чтобы ты поклонялся Аллаху, не предавая ему сотоварищей ни в чем, чтобы ты совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал пост и совершил хадж. 23 февраля, начало депортации ингушского, чеченского народов. И пусть Всевышний Аллах помилует всех тех, кто погиб на этом пути. 23 февраля зверски убит муфти Крыма Номан Челебиджхан. Расчленен, выброшен в море. Настолько боялись этого лидера. 1918 год. 26 февраля, сегодня, вот, если говорить про братский азербайджанский народ. Это события, связанные с Нагорным Карабахом. Это Ходжалы, селение Ходжалы, да? Когда было убито очень много женщин, детей, кровавая резня. Да примет Аллах Субхану всех шахидов на этом пути. 26 февраля в Украине признан официально днем сопротивления российской оккупации. 2014 год. По последним статистикам, что я помню, 44 человека пропали без вести. 110 человек, это по последнему, что, возможно, там постоянно меняется. Сидят в тюрьмах. Сколько детей остались с сиротами? Вот она, близкая история, которая вот совсем рядом. И не знает ни один человек, какая радость скрыта для них в воздаянии за то, что они делали. Дорогие братья, сестры, после того, как человек осознал самую великую истину своего появления на этот свет, и пусть Всевышний дарует эту милость каждому человеку. То есть осознал ля иляха илляллах Мухаммада Расулуллах. Начинается его путь самовыражения, самореализации в этой жизни. Ведущий, иншаллах, конечно, по воле Всевышнего, к счастью, не только в этом мире, в обоих мирах. Потому что счастье должно быть в обоих мирах, а иначе это не счастье, это самообман. Самая великая истина заключается в словах Всевышнего: «Ума халактуль джинна валь инса илля ли'абудун», как говорит Всевышний: «Я создал джиннов и людей лишь только для того, чтобы они мне поклонялись». В широком смысле этого слова самая великая истина, она заключается в заповеди пророка Мухаммада Муаду ибн Джабалю, рады Аллаху анху, когда он сказал: «Я Муад, о Муаз, знаешь ли ты, каково право Аллаха в отношении людей, своих творений, своих рабов? И каковы права людей, рабов Аллаха, по отношению к их Творцу?» Он сказал: Аллах и его посланник знают лучше. И тогда он сказал: ведь поистине право Аллаха над его рабами, чтобы они поклонялись ему, в широком смысле этого слова, не предавая ему сотоварищей, равных ни в чем и никого. Затем прошло время. Затем он сказал: о Муаз ибн Джабаль. Муаз сказал: ляббайка Расулаллах, ва саадейк. Он сказал: знаешь ли ты, каково право рабов по отношению к Аллаху? Коль они поступят это, но сделают это, имеется в виду, не будут предавать Аллаху сотоварищей, поклоняться ему. Он сказал: Аллах и посланник его знают лучше. И он тогда сказал: право рабов перед Аллахом заключается в том, что коль они поступят так, чтобы он ввел их в рай. Этот путь самовыражения, самореализации, дорогие братья и сестры, он тернистый. Он проходит через соблюдение предписаний Аллаха, отстранение, оставление всего, что Всевышний запретил категорически людям в этом. Опять же, от Муада ибн Джабаля в хадисе известном передано, он обратился с вопросом, сказал: о посланник Аллаха, сообщи мне о деянии, которое, коль я сделаю, Аллах меня введет в рай, и я буду отдален от огня. Он сказал: ты спросил о великом, и поистине оно легкое для того, кому облегчил это Аллах. Это чтобы ты поклонялся Аллаху, не предавая ему сотоварищей ни в чем и никого. Чтобы ты совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал пост и совершил хадж.
перечислил столпы ислама посланник Аллаха. Этот хадис на самом деле длинный, он на этом не заканчивается. И он нам четко показывает путь самовыражения, самореализации, путь совершенства, путь близости ко Всевышнему человека в этом мире. Далее пророк саллаллаху алейхи сказал: «Аля ухбирука бимиляки залика куллихи, культу баля я Расулаллах». А до этого потом он сказал: не указать ли тебе на врата блага? Врата блага. То есть пророк саллаллаху алейхи упомянул сначала столпы, потом упоминает навафиль, дополнительные. Не указать ли тебе на врата блага? Это пост, который является щитом и садака, которая тушит прегрешение, подобно тому, как вода тушит огонь. И молитва человека глубокой ночью, таджуд. И после посланник Аллаха, мир ему и благословение, зачитал слова Всевышнего из суры Саджда, 16-17 аяты. Те, которые отстраняются боками своими от лож, от постелей своих, взывая к Господу своему со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем мы их наделили. И не знает ни один человек, какая радость скрыта для них в воздаянии за то, что они делали. И на этом пророк, саллаллаху алейхи, не остановился, потому что путь самовыражения, самореализации, он продолжается. Это еще не все. Потом он сказал: не поведать ли тебе о главе всего этого, что я уже перечислил? В фундаменте можно перевести так. Столпе, стержне, можно и перевести так, этого дела и его вершине. Я сказал, Муаз сказал: да, о посланник Аллаха, конечно же. Скажи, что же это? Он сказал: глава этого дела – ислам. Ислам, и в других риваятах уточняется, в других хадисах, что пророк саллаллаху алейхи сказал, что глава этого дела – «Ан ташхада илля иляха илляллах вахдаху ля шарика ля». То есть два свидетельства глава. Ислам, столб его, то есть фундамент – это ислам. Столб его, стержень – это намаз, молитва, связь со Всевышним. То, что красной нитью отделяет верующего человека от неверующего. «Фаман таракаха факад кафар», как говорится в одном из хадисов. И это не все. Путь самовыражения, самореализации, вершина, вот она. Вирвату санамихи, как сказал посланник Аллаха. В чем заключается? А вершина его джихад. Борьба на пути Всевышнего. Ва инна вирвату санами минхуль джихад. Фи сабилилля, как говорится в другом риваяте. Ну, почти идентичное, одно слово в слово. Но это даже не все. Даже в этом хадисе пророк саллаллаху алейхи на этом не останавливается. Почему? Потому что важно, если человек реализовался по этой лестнице, да, по этой пирамиде самореализации, самовыражения, пути ко Всевышнему, важно не растерять все свои достижения, не потерять их. А как можно их потерять? Очень легко. Этим и этим. Да? Как сказал об этом пророк саллаллаху алейхи Муазу. Он сказал: не поведать ли тебе о главной части всего этого? Еще назвал это пророк саллаллаху алейхи главной частью. Я сказал: да, о посланник Аллаха. Тогда он взял себя за свой язык и сказал: придерживаю себя это. Я сказал: о пророк Аллаха, так с нас и в самом деле спросится за то, что мы говорим. Он сказал: да лишится тебя твоя мать. Так говорили арабы, когда хотели предостеречь от чего-то. А разве будут ввергать людей лицами или носами в огонь за что-либо, кроме клеветнических речей? Сегодня же я хотел бы
сконцентрировать ваше внимание на вершине айсберга, на вирватуссанам, на понятии таком, как джихад. Что же это такое? Что же это за вершина айсберга? Что же это за Эверест, если так можно сказать? Борьбы на пути Всевышнего. Что это за борьба, вокруг которой столько всего в 21 веке, в котором мы живем, накопилось? Непонимания, страхов людских, стереотипов. Что же это за борьба, которая стала даже предметом, да, она стала предметом геополитик сильных мира сего. Я имею в виду события 11 сентября, имею в виду взрывы домов в России, потом приход там, к власти определенных людей и так далее. Что же это такое? Что же это на самом деле такое? Кладя руку на душу, конечно, можно сказать, что это примитивно все, но эта примитивность, к сожалению, работала, сработала. И она на что указывает? Она указывает на уровень, в принципе, к сожалению, нашего развития. И да вернет былую славу Аллах умме Мухаммада. Очень красиво написал про эту борьбу имам Ибн Аль-Каим, рахимахуллах. Что он сказал? Он сказал, борьба на пути Всевышнего имеет 4 степени. 4 степени. Что это за борьба? И смотрите, обратите внимание. Он начал с джихаду нафс. Борьба со своей низменной душой, со своими низменными страстями. Вот с чего он начал. Потом он упомянул джихаду шаятин. А борьба с нафсом в чем заключается? С одной стороны, со страстями, со своими инстинктами, низменными желаниями, эгоизмом. С другой стороны, шубухат, шахават, шубухат, сомнениями, которые сеются вокруг и около. Вторая степень – это борьба со злом, борьба с дьяволом, который наущает. И как говорится в некоторых сообщениях, у каждого человека есть лямма, точка, да, с которой человек наущает дьявол, наущает дурные деяния. Как ангелы наущают добрые деяния. Некоторые говорят 2 ангела, некоторые говорят 10 ангелов. Так и есть дьяволы, которые наущают дурные деяния. Третья степень – это борьба правды, истины против лжи. Борьба веры с неверием. Четвертое. Это четвертое, да. Борьба веры с неверием и борьба с лицемерием. Вот о чем он упоминает. Вот они 4 степени. Вот оно истинное, правильное, взвешенное, всеобъемлющее понимание того, что такое борьба на пути Всевышнего. Тот, кто считает, что борьба на пути Всевышнего – это исключительно лишь сражение физическое, он ошибается на самом деле. Ошибается, потому что Всевышний Аллах в Коране говорит: «Фаля тути'л кафирина уаджахидхум бихи джихадан кабира». Аллах Субхану ва Тааля здесь даже не просто сказал джихадан, он сказал джихадан кабира. Он сказал: посему не повинуйся неверующим из числа язычников, мекканцев, многобожников, и веди с ними посредством него чего? Кораном. Кораном, аят мекканский. Аят был ниспослан в Мекке. И здесь речь идет не о физическом сражении. Речь идет о призыве, о донесении этой истины, света до всего человечества.
Веди с ними посредством него Корана великую борьбу. Не просто борьбу, а великую борьбу. Да, тот, кто утверждает, что есть хадис, высказывание пророка о великой и малой борьбе, о том, что вот мы вернулись с малого джихада, и речь идет, там, в некоторых сообщениях говорится о битве при Табуке, вернулись к большому джихаду. На самом деле это не хадис, если оценивать это сообщение как хадис, то есть как высказывание пророка, да благословит его Аллах и приветствует, оно не может быть хадисом. Некоторые ученые говорят, это выдуманный хадис, некоторые говорят, ложный. Но эти слова, они достоверно приписаны одному из последних табиунов, Ибрахиму ибн Аби Абля, как об этом упоминает Ибн Хаджар аль-Хафиз аль-Аскаляни, который сказал: «Кадимтум мин хайра макдамин», вы вернулись из лучшего похода, мин аль-джихади аль-асхари, с малой борьбы, с малого джихада, или аль-джихади аль-акбар, к великому джихаду, к большому джихаду. Муджахадатуль абди хаваху, это борьбы раба Аллаха со своими страстями. Это слова Ибрахима ибн Абли. Дорогие братья, в день джума поистине есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши молитвы. Я прошу Всевышнего, чтобы мы застали этот момент, были услышаны. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, лишь Его восхваляем. Лишь Его просим о помощи, лишь Его молим о прощении. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на этот путь. Аммабад, дорогие братья и сестры, с того самого момента, как появился первый человек и пророк на этой земле, Адам, алейхиссалям, началось противостояние. Началась борьба, про которую я говорил. Эта борьба неминуема. Это, как сказали ангелы, да? Вот сказал твой Господь ангелам: поистине я установлю наместника на земле. Они что сказали? Они сказали: атаджалу фиха ма юфсиду фиха ва ясфику дима. О Господь, неужели ты установишь того, кто будет причинять нечестие, проливать кровь? То есть они уже поняли от слова наместник, что будет происходить на этой земле. Для чего нужен наместник? Для того, чтобы устранять конфликты. И тогда Аллах сказал: «Инни а'ляму ма ла та'лямун». Это моя воля. Поистине я знаю то, что вы не знаете. Так вот, с того самого момента эта борьба была, есть и будет вплоть до судного дня. Для чего? Для того, чтобы лияхлика ман халика ан баййина, как говорит Аллах в контексте упоминания битвы при Бадре. Ва яхья ман хайя ан баййина, чтобы был погублен тот, кто будет погублен, очевидно. Чтобы обрел жизнь и жил тот, кто будет жить, очевидно. Чтобы каждый убедился в своем пути. Ва инна Аллаха ля самиун алим. И поистине Аллах всеслышащий, всезнающий. Дорогие братья, хотим мы этого или нет, каждый из нас, если мы говорим про эту борьбу, про путь самореализации, про который мы сказали, да, и про вершину этого пути, каждый из нас находится в этой борьбе, в зависимости от уровня своего в этой жизни. Кто-то в лице объекта, кто-то в лице субъекта, кто-то в лице нападающего, кто-то в лице защищающегося.
оправдывающегося. Кто-то в лице тирана, деспота, кто-то в лице борющегося за справедливость, мир. Кто-то в лице победителя, кто-то в лице жертвы. Хотим мы этого или нет? На уровне личности, социума, общества, джамаата. На уровне государств и даже альянса государств. Хотим мы или этого? Нет. Эта борьба, она идет. И каждый из нас, он вовлечен в эту борьбу. И пусть каждый задумается над этим. Это борьба черного против белого. Борьба света, справедливости, тирании. Против тьмы, бесправия. Борьба света, знаний. Об истине и правде против тьмы, невежества. Борьба высоких нравов против безнравия, которое завуалируется в сеточках современных эгоизма. Хотим мы этого или нет, еще раз подчеркиваю, мы находимся вовлечены в эту борьбу. Каждый, в зависимости от своего положения, интересов, устремлений, развития в обществе. Дорогие братья, мы должны учиться из предыдущего опыта. Из истории великой исламской уммы, из истории наших народов, потому что история, она логична и циклична. А к этому Аллах призывает, к этому Аллах побуждает. Аллах Субхану ва Тааля, Он что говорит? Он говорит, сколько же мы истребили до них поколений, которые превосходили их мощью. Они странствовали по земле, но разве они могли сбежать? Воистину в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом. Аллах упоминает об истории предыдущих поколений. И таких примеров очень много. Ад, Самуд, Люд и так далее. И это мы должны делать постоянно. Мы должны смотреть, естественно, как основу брать эти примеры, которые проходят в Коране, но также изучать историю, вот эту близкую историю к нам. Если говорить про близкую историю, дорогие братья, то именно февраль месяц по григорианскому календарю, в котором мы живем, он наполнен трагическими событиями. Для всех мусульманских народов, братских народов постсоветского пространства, если так хотите. 23 февраля, начало депортации ингушского, чеченского народов. И пусть Всевышний Аллах помилует всех тех, кто погиб при этом, на этом пути. 23 февраля зверски убит муфти Крыма Номан Челебиджхан. Расчленен, выброшен в море. Настолько боялись этого лидера на то время. 1918 год. 26 февраля, сегодня, вот, если говорить про братский азербайджанский народ. Это события, связанные с Нагорным Карабахом. Это Ходжалы, селение Ходжалы, да, когда было убито очень много женщин, детей, кровавая резня. Резня в прямом смысле этого слова. И потом начинаются все эти события, но это самое яркое было событие. Да примет Аллах Субхану ва Тааля всех шахидов на этом пути. 26 февраля в Украине признан официально Днем сопротивления российской оккупации. 2014 год. По последним статистикам, что я помню, 44 человека пропали без вести. 110 человек, это по последнему, что, возможно, там постоянно меняется. Сидят в тюрьмах. Сколько детей остались с сиротами? Вот она, близкая история, которая вот совсем рядом. Как я упомянул, история циклична, логична.
Мы должны, улюль альбаб, размышлять над этим, извлекать уроки из этого, не повторять ошибки наших предков. Да, кто-то может говорить, они были такие, они были сякие, они совершали много ошибок и так далее. Да, это в том числе и анализ, к которому я призываю. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Бездельник не ошибается. Тот, кто сидит и ничего не делает. Мы же должны извлекать из этого всего уроки. Дабы это не просто было теорией, дабы это было реализовано в будущей практике. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он помиловал всех тех, кто искренне боролся на этом пути. Чтобы Всевышний Аллах принял борьбу всех тех, кто жертвовал своей душой, имуществом на этом пути.